Уважаемые гости, уважаемые коллеги, добрый день. Мы вас приветствуем на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства «Россия сегодня». Начинаем пресс-конференцию на тему «Ситуация в Ираке сегодня и завтра после урегулирования и без Даиш». Расшифровывать, я думаю, нет необходимости названия темы. Это сделают наши уважаемые эксперты, которые будут участвовать в сегодняшнем круглом столе. Позвольте их представить. Это старший научный сотрудник Центра исламских исследований, арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Васильевич Долгов, профессор кафедры востоковедения МГИМО Марина Анатольевна Сапронова, президент Общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Шамилевич Набиев и специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Григорий Валерьевич Лукьянов. Итак, у нас 4 выступающих, и примерно, если вы читали анонс, мы примерно 7 или 8 тем и вопросов в этом анонсе было обозначено. Я озвучу их, хотя у каждого, перед каждым они есть. Это каковы перспективы иракской государственности и вероятен ли распад государства в обозримой перспективе? Каковы особенности политического процесса в Ираке и кто его ключевые участники? Как можно охарактеризовать экономику Ирака и его место в региональной экономической системе? Какая роль отводится курдскому фактору сегодня и в будущем после урегулирования ситуации и снятия угрозы Даиш? Что можно сказать о международном участии в урегулировании и последующем содействии в восстановлении и развитии Ирака? Каковы интересы России в Ираке? И последний вопрос: как неудавшаяся попытка военного переворота в Турции может отразиться на обстановке в Ираке и, в частности, на ее курдской составляющей? Если позволите, первым я предоставлю слово специалисту по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподавателю факультета гуманитарных наук Григорию, Высшей школы экономики Григорию Валерьевичу Лукьянову. Он обозначит, так сказать, канву нашего мероприятия. И после этого мы дадим слово другим. Большое спасибо, Константин Андреевич. Приветствую, уважаемые коллеги. Моя задача одновременно немного проста. С одной стороны, моя задача проста, с другой стороны, достаточно сложна. Не столько ответить на все указанные вопросы мне предстоит, сколько наметить некоторые направления для нашей дискуссии с учетом тех важных актуальных проблем, которые стоят перед современным Ираком сегодня и которые будут стоять, безусловно, в ближайшей краткосрочной, среднесрочной и, возможно, долгосрочной перспективе в процессе восстановления государственности, восстановления государства, его экономики, его общества после конфликта, который раздирает страну на протяжении последних лет, с момента начала иностранной интервенции, с момента его разрастания и перерастания в конфликт между иракским государством и исламским государством Ирака и Леванта, террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. И в этой связи важно, на мой взгляд, отметить несколько кризисов, ключевых проблем, с которыми сталкивается сегодня Ирак. Это в первую очередь кризис государственности. Кризис государственности, о котором, к сожалению, забывают нередко на фоне очень важной, актуальной, но тем не менее не
первородной, так сказать, не столь фундаментальной проблемы противостояния исламскому государству Ирака и Леванта. За борьбой с терроризмом стоит еще более важный раскол, это раскол иракского общества, который находит свое отражение и в конфликте современных политических элит, политических организаций, акторов, действующих на территории этой страны и отражающих интересы значительных частей его населения. Кризис государственности, на мой взгляд, следует разделить на несколько частей. Это в том числе кризис организации власти. На протяжении уже более чем года на фоне военного противостояния с исламским государством по всей территории страны продолжаются различного рода акции протеста, протесты населения против политики властей, против политики центрального правительства, которая не способна, по мнению протестующих, выполнить обещания, предвыборные обещания и провести фундаментальные реформы государственных институтов, очистить власть от коррупции, достигнуть так называемого эффективного управления и эффективного представительства. Регулярные споры относительно конкретных кандидатур, конкретных министров, конкретных чиновников, занимающих должности в правительственных структурах, в вооруженных силах, в представительных органах власти. Все это дает нам, так сказать, основание говорить о том, что этот кризис, эта проблема далека от своего разрешения и может составлять ключевую проблему на долгосрочную перспективу. Вторая важная проблема – это проблема ответственности власти. Ответственности власти перед конкретными группами населения, которые она представляет. И здесь мы выходим на проблему, насколько гомогенно сегодняшнее иракское общество, насколько те расколы, те идентичности, которые мы привыкли использовать, описывая иракское общество, действительно отражают специфику этого населения. Суннитско-шиитский раскол, о котором часто говорят и внешние эксперты, и политики, насколько он действительно отражает чаяние населения и насколько он превалирует над такими, возможно, фундаментальными требованиями, как справедливое общество, справедливое государство, справедливые институты и, соответственно, безопасность. Третья проблема, которую стоит сказать, это проблема политического устройства. После 2003 года, наметившаяся намного раньше проблема иракского Курдистана, не сходит с первых полос повестки дня, и поэтому до сих пор остается важной составляющей не только иракской политики, но и общерегиональных политических процессов. Отсюда вопрос, каким будет Ирак и будет ли Ирак в непосредственно ближайшие годы единым государством. Будет ли это федерация или, как вот в последнее время все чаще говорят, в том числе в иракском Курдистане, будет ли это конфедеративное государство. Возможен ли тот самый сценарий суверенитизации иракского Курдистана и превращения в его независимое государство? К сожалению, на протяжении последних не просто одного десятилетия, но даже больше, 2-3 десятилетий, окончательный ответ на этот вопрос, на мой взгляд, не найден не только в Багдаде, но также в Эрбиле, Сулеймании и, собственно, среди самих курдов. По этому вопросу нет окончательного единства. Еще одна важная проблема – это проблема представительства власти, насколько существующие органы государственной власти отражают реальные специфические интересы населения или же сложившихся политических элитарных групп, политических партий. Насколько существующие ныне политические партии, действующие в парламенте, являются основными акторами политического процесса. Или же существуют те неформальные структуры, которые и принимают основную часть политических решений. Насколько здесь уместно говорить о влиянии внешних акторов, о которым посвящены отдельные вопросы в рамках нашей дискуссии. Это не только, так сказать, Соединенные Штаты Америки, которые включены в процесс, в иракский политический процесс с 2003 года очень активно, но также соседние региональные государства, соседи Ирака. Это и Саудовская Аравия, это и, соответственно, Иордания, это и Турецкая республика, и многие-многие другие государства, которые имеют свои интересы на территории Ирака и не скрываются, когда их лоббируют, их проводят, претворяют их в жизнь.
На фоне этого важного кризиса государственности нельзя забывать и о проблеме безопасности. Проблема безопасности Ирака, к сожалению, уже на протяжении долгого времени не является проблемой лишь самого Ирака. Это проблема общерегиональная, требующая комплексного решения, многоинституционального, многостороннего подхода. И вот здесь мы тоже натыкаемся на значительную проблему: неспособность ключевых региональных игроков согласовать свои позиции и интересы. Речь в первую очередь идет, конечно, о таких региональных державах, как Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия. Кто виноват и что делать — два ключевых вопроса, и не думаю, что мы сегодня сможем найти на них окончательный вариант ответа, но тем не менее каждая из сторон лоббирует свои интересы, проводит их в жизнь, и их позиция, их действия, их участие, безусловно, оказывает определенное влияние на процессы, происходящие на территории Ирака. С другой стороны, нельзя и переоценивать влияние внешнего фактора, потому что иракцы остаются иракцами. И, конечно, не стоит заменять интересы самих иракцев интересами Саудовской Аравии, Исламской Республики Иран и так далее. Проблема безопасности в этом отношении не исчерпывается конфликтом с исламским государством, который в данном случае, в последние месяцы, имеет свои, так сказать, положительные результаты. Пала Фаллуджа, все чаще говорят о наступлении на Мосул, и хотя это наступление достаточно вопрос еще не скорого времени, на мой взгляд, тем не менее определенные потенции, определенные стремления к освобождению иракской территории, они сохраняются. Другой вопрос: что принесет освобождение Мосула? Освобождение от проблемы исламского государства или ее трансформации в более сложной и тем более менее решаемой форме. Речь идет в первую очередь о том, что, теряя территорию, теряя крупные города, исламское государство все чаще переходит к уже знакомой и проверенной времени партизанской тактике и к террористическим методам. Последний теракт в Багдаде в начале июля этого года продемонстрировал, что данная форма политической борьбы не менее эффективна, чем сражение на поле боя между регулярной армией и боевыми формированиями исламского государства. Проблема безопасности не исчерпывается, как я уже сказал, проблемой Даиш. На территории страны продолжают действовать большое количество нерегулярных вооруженных формирований, так или иначе ассоциирующих себя с различными политическими группами, партиями, иногда и соседними государствами. И это вызывает нередко критику не только внутри Ирака, но в большей степени даже со стороны внешних акторов, в том числе регулярная критика со стороны Саудовской Аравии в отношении шиитских вооруженных формирований. Данная проблема еще раз интернационализирует иракский кризис и делает его, так сказать, делом коллективной ответственности государств региона. Третья проблема, о которой стоит сказать, это проблема экономической состоятельности Ирака. В последние годы особенно заметилась та самая проблемная составляющая экономического кризиса, а именно то, что падающие цены на нефть прямо влияют на социально-экономическое состояние не только общества и населения Ирака, но и на всю состоятельность его государства, способность государства выполнять свои обязательства. Зависимость от нефти влияет непосредственно не только на Багдад, не только на центральные власти, но и на способность исламского государства путем контроля над нефтяными месторождениями обеспечивать свою состоятельность и свою субъектность в данном конфликте. Не меньшую роль нефть оказывает и на способность иракского Курдистана к той самой суверенитизации. Если мы можем еще говорить о какой-то политической готовности отдельных курдских субъектов к суверенитизации, то вот об экономической готовности пока речь не идет. Экономические возможности этого образования, этого иракского Курдистана значительно сократились ввиду падения цен на нефть. Данная нефтяная игла определяет во многом будущее Ирака, и поэтому о ней стоит говорить и не стоит забывать. Ну и, конечно же, проблемы внешнего содействия, внешнего участия. Насколько решение
иракской проблемы с учетом интересов собственно иракского населения отвечает интересам ключевых региональных акторов, включая как непосредственно государства региона, так и внешних участников, как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Российская Федерация и так далее. Эта проблема, естественно, она закономерна и, в свою очередь, наверное, требует нашего внимательного обсуждения. Я думаю, что это, наверное, так сказать, все для краткого введения. Я думаю, мои коллеги раскроют каждый из этих аспектов более подробно. Спасибо. Поскольку наша рассадка соответствует порядку выступлений, то, пожалуйста, Марина Анатольевна. Спасибо большое. Григорий Валерьевич действительно обозначил такую достаточно широкую площадку для дискуссий и перечислил множество вопросов, которые в той или иной степени затрагивают сейчас ситуацию в Ираке и в регионе. Я бы хотела остановиться более предметно на первом вопросе, который обозначен в нашей дискуссии. Это каковы перспективы иракской государственности. Ну, прежде чем говорить о перспективах иракской государственности, несколько слов об ее специфике и об истории ее становления. Мы все прекрасно знаем, что становление иракской государственности начиналось достаточно давно, в начале 20 века, и происходило оно в достаточно сложных и специфических условиях, на которые влияло множество самых разнородных факторов, от территориально-географических до экономических, политических и так далее. Принципиальной особенностью начала становления этой государственности было то, что формировалась она отчасти не под воздействием внутренних эндогенных факторов, а под влиянием очень мощной на тот период внешней по отношению к ближневосточному региону силе. Такой силой была Великобритания, которая внедряла принципы демократического устройства в начале XX века. Принципы эти, безусловно, были демократичными, ибо источником этих принципов выступила старейшая демократия в мире, и принципы эти были официально зафиксированы в первой иракской конституции 1924 года. Далее процесс государственного развития шел следующим образом. Эти принципы демократического устройства, не меняясь по существу, адаптировались местными правящими группами и местной элитой в соответствии со спецификой внутриполитического развития. Поэтому менялось законодательство, менялась форма управления, но неизменной динамикой государственно-конституционного развития становилось усиление исполнительной власти над законодательной. Возьмем, например, Конституцию, следующую Конституцию, которая была принята уже в независимом Ираке в 1958 году. На тот момент формально она считалась одной из наиболее демократичных конституций вообще развивающихся государств. Эта Конституция впервые уравняла в правах арабов и курдов. Но, что интересно, Конституция вообще обошла молчанием вопрос о формировании законодательного, представительного органа государственной власти, отдав фактически всю полноту законодательной и исполнительной власти в лице премьер-министра. Последующие конституции, которые принимались в 1964, в 1968 и в 1970 годах, в принципе, эту тенденцию подтверждали. И каждая последующая конституция шла по пути укрепления, не меняя, повторяю еще раз, демократических принципов, тем не менее шла по пути укрепления достаточно авторитарного режима, достаточно жесткой власти, которая в своем окончательном виде сформировалась и была зафиксирована в Конституции 1970 года, период правления режима Саддама Хусейна, который сформировал тип достаточно жесткой авторитарной власти, которая создавала образ паллиативного псевдонационального иракского единства. При этом ни одна власть по сути не направляла свои усилия на то, чтобы в полной мере реализовать права и свободы этнических и конфессиональных группировок на деле. Если вот в этот общий контекст государственно-правового развития мы вписываем Конституцию 2005 года, то она, конечно, принципиальным образом отличается от всего предыдущего конституционно-государственного этапа развития Ирака.
Во-первых, эта конституция принималась после насильственного прерывания политического процесса. Срок для ее принятия был достаточно ограничен. Фактически год-полтора. И это, кстати, одна из причин, когда еще в 2004 году, когда принималась Временная конституция, многие политические и религиозные деятели Ирака выступали за обращение в Совет Безопасности ООН, чтобы из резолюции убрать пункт о принятии конституции, ибо общество было не готово к жесткому формулированию тех рамок, в которых должен был протекать политический процесс. Ведь конституция в идеале принимается только тогда, когда общество приходит к некому консенсусу относительно путей дальнейшего политического развития. Естественно, такого консенсуса не было. Новые демократические принципы, опять же, были навязаны извне, и в этом смысле в какой-то степени, в определенной степени, Конституцию 2005 года можно, конечно, сравнить с Конституцией 2004 года, которая на иракскую действительность накладывала некие принципы, которые для этой действительности были не характерны и были от нее достаточно далеки. Конституция вводила принцип широкого парламентаризма, которого в Ираке до этого не было, ибо, как я сказала, все конституционно-государственное развитие шло по пути усиления исполнительной власти. Конституция вводит абсолютный примат законодательной власти над исполнительной, принципы широкого парламентаризма, резкое ограничение полномочий главы государства и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас подробно останавливаться на всех новшествах этой Конституции, их много, и это действительно были принципиально новые принципы, которых не знал не только Ирак, но и практически все государства Арабского Востока. Они были не характерны для конституционного развития этого региона. Одним из наиболее новых, самым новым и принципиально важным принципом, зафиксированным этой Конституцией, было введение федерации в Ираке. И с этой точки зрения, вот, так сказать, возвращаясь уже непосредственно к вопросу, каковы перспективы иракской государственности, мне представляется, что вот этот вопрос о введении иракской федерации, вообще вопрос иракского федерализма, он требует гораздо более серьезной и глубокой юридической проработки. Ибо наряду со всеми теми политическими, экономическими и другими проблемами, которые сейчас существуют в Ираке, неурегулированность очень многих вопросов, связанных с федерацией, также создает дополнительные трудности для дальнейшего политического процесса, для формирования дальнейшего правового и юридического поля, для формирования вот тех рамок, в которых может происходить политический процесс. Ну, я приведу буквально несколько примеров своего рода таких юридических коллизий, которые содержатся в этой Конституции. Во-первых, Конституция объявляет о создании федеративного государства, но не дает четкого определения субъект федерации. Если мы внимательно почитаем Конституцию, то мы увидим, что Конституция провозглашает Ирак федеративным государством, которое состоит из децентрализованных провинций, регионов, мухафаз и органов местного самоуправления. Но органы местного самоуправления – это самостоятельная ветвь публичной власти, деятельность которой регулируется другими статьями Конституции. Конституция разрешает формировать новые регионы. Но, как мы знаем, прошло уже 11 лет после принятия этой Конституции. Сформирован только один единственный регион. Хотя Конституция дает возможность более мелким административным единицам проводить референдум и формировать новые регионы федеративные. Основная проблема, которая здесь возникает и может возникнуть, и она обязательно возникнет, это процесс переформатирования внутренних границ. И здесь мы опять возвращаемся к Конституции. Конституция не регулирует абсолютно никаких механизмов в плане переформатирования внутренних границ в Ираке. Значит, следовательно, необходимо дополнительное законодательство, может быть, федеральный закон о механизмах изменения границ. Следующий очень важный момент, который вот на протяжении этих 10 лет после принятия Конституции, он уже обозначился достаточно точно, достаточно четко. Перечень предметов федерального видения во многом не соответствует законодательному регулированию. То есть, иными словами,
правовое регулирование, которое имело место быть в течение этих 10 лет, оно уже существенно отходит от тех принципов и норм, которые зафиксированы в Конституции. Ну, например, на федеральном уровне был принят Уголовный и Гражданский кодекс. Этого нет в перечне исключительных полномочий федерального ведения властей. С другой стороны, принят закон о мухафазах, об органах местного самоуправления, в соответствии с которым советы мухафазы могут делегировать своих дипломатических представителей за рубеж и могут сами определять политику в соответствии с федеральными министерствами. Опять же, механизма такого урегулирования нет. И если речь идет о вопросах совместного ведения, то, соответственно, это тоже может создавать определенного рода юридические коллизии. Внешняя политика находится в исключительном ведении федеральных властей. Как таким образом мухафазы и регионы могут сами делегировать своих представителей в дипломатические представительства за рубежом? Значит, получается накладка так сказать, во многих в этом самом перечне федерального и регионального разграничения. До сих пор, как мы знаем, не создан Совет Федерации, Верхняя палата парламента, которая в какой-то степени могла бы стать площадкой для нахождения консенсуса по вопросам, которые интересны отдельным регионам, отдельным этническим и конфессиональным группам. До сих пор нет даже федерального закона о Совете Федерации, о том, как его формировать и так далее. Вот мне представляется, если с этой точки зрения рассматривать перспективы иракской государственности, мне кажется, что вот эта Конституция 2005 года, она, конечно же, в какой-то степени опережает политическую действительность в Ираке, но тем не менее может способствовать направлению иракского общества в благоприятном для него русле. Что, собственно говоря, Конституция должна делать? Ведь конституционные нормы влияют на общество, равно как и общество влияет на конституционные нормы. И в этом смысле при более предметной, более четкой, более глубокой доработки федерального законодательства, разграничение полномочий между регионами и федеральными властями, введение новых норм и принципов государственного регулирования, мне представляется, что эта Конституция может стать основой для создания абсолютно реальной, функционирующей федерации в Ираке. Вот таково мнение. Спасибо. Спасибо. Ну, пожалуйста, сосед. Да. Спасибо. Ну, я скажу, Марина Анатольевна и Григорий Валерьевич довольно подробно рассказали на теоретическом уровне, как было и как может быть в будущем, значит, государство Ирак. На мой взгляд, реальная действительность, вот то, что, как говорится, на земле происходит, самое главное, что сложилась такая ситуация, что между компонентами, между общинами в Ираке абсолютно нет доверия на сегодняшний день. И тут я могу сказать, что меньше всего вина курдов в той ситуации, которая сегодня сложилась. Я не буду подробно рассказывать об истории нахождения курдского этноса в составе иракского государства. Здесь присутствующие довольно хорошо, я думаю, информированы об этом, но можно сказать в двух словах, что это со дня возникновения иракского государства современного, это была череда восстаний, выступлений и нещадного подавления вот этого движения. На сегодняшний день то, что реально происходит, курдская элита, руководство иракского Курдистана, это по всем и в СМИ, и в официальных заявлениях выступает за проведение референдума о независимости. Почему вот эта ситуация возникла? Потому что
Вот, как сказала Марина Анатольевна, Конституция 2005 года, она, начнем с того, что после свержения режима Саддама Хусейна первый, кто прибыл в Багдад для того, чтобы выработать новую конституцию и создать как бы новый Ирак, это были курдские лидеры, и Джалал Талабани, и Масуд Барзани. И они очень активно участвовали, надеясь на то, что в новом Ираке курды получат все те полномочия, которые они хотели. Но, к сожалению, даже те пункты Конституции, которые, я согласен, она, конечно, несовершенная, по-моему, в мире нет таких совершенных конституций, она, наверное, может быть и лучше, и дальше разрабатываться, но дело не в этом. Дело в том, что даже приняв эту конституцию, центральные власти в Багдаде, они напрочь забывали о ее практическом выполнении. Довольно известные факты – это невыполнение 140-й статьи Конституции, знаменитой, это касающейся так называемых спорных территорий, это Киркук и другие, там, Шангал и другие территории. Это вопрос бюджета, да, там по Конституции 17% федерального бюджета должно было переходить Курдистану, но за все время вокруг этого процента все время шла борьба, и не более 10-11% бюджета перечислялось, то есть до 17% никогда не доходило. Вопрос о Пешмерга. Хотя по Конституции Пешмерга являются частью сил обороны Ирака, но центральные власти никогда, и включая сегодняшний день, они не перечисляли ни бюджет, ни вооружение силам Пешмерга. И, наконец, самые такие острые дебаты всегда проходили по нефтяным делам. Я согласен, что там в Конституции, в законодательстве есть прорехи, не совсем четко все обозначено, и не получая бюджетных средств, руководство Курдистана было вынуждено начать самостоятельно экспортировать нефть и доходы оставлять себе. Я бы сказал, что даже сам факт возникновения Даиша это тоже результат политики центральных властей, в частности, бывшего премьер-министра Нури Малики, который пытался сконцентрировать, чрезмерно централизировать власть в таком непростом многокомпонентном, многоконфессиональном и многоэтническом обществе, каким является современный Ирак. И, как я сказал, самое главное, что на сегодняшний день нет доверия. Я довольно часто общаюсь с многими руководителями иракского Курдистана и могу смело заявить, что на сегодняшний день в элите курдской в иракском Курдистане консенсус есть о том, что так, как есть сегодня, так продолжаться не может. Например, премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани буквально несколько дней назад заявил, что наша история с современным Ираком делится на до Мосула, то есть до захвата боевиками Даиш Мосула и после. Или такой минимум конфедеративное, надо пересматривать отношения с Багдадом полностью, решая все те вопросы, которые обозначила и Марина Анатольевна. Или же, что более вероятно, провести референдум о независимости. Я скажу, что подготовка к этому референдуму очень активно идет. Правда, надо это тоже отметить, что есть внутриполитические, внутриэлитные противоречия, проблемы внутри самого курдского политического истеблишмента. Но это, я так думаю, это нормальный процесс, демократический процесс. Буквально вчера состоялась встреча представителя
президента Масуда Барзани, Фуада Хусейна, с лидерами Патриотического союза и движения «Гуран». И Фуад Хусейн как раз там обсуждали вопросы выработки единой позиции по отношению к переговорам, будущим переговорам с Багдадом и вопросы проведения референдума. Там, к сожалению, в наших средствах массовой информации часто вот эти противоречия и между курдскими, значит, партиями выставляются таким образом, что вот нет единства, и поэтому курды могут не добиться того, чего хотят. Но на самом деле, как я уже отметил, это такой нормальный процесс, идет демократический, там они друг друга не стреляют, постоянно идут переговоры. Там вопрос, в принципе, стоит так. Вопрос стоит не о вот этих коренных вещах, да, вот о независимости или конфедеративном устройстве. Вопрос идет о том, каков будет будущее политическое устройство самого Курдистана. Будет ли это президентская республика с большими полномочиями президента или парламентская республика? Вопрос, я так думаю, это не секрет, что распределение между ведущими политическими партиями политических постов и ресурсов, которые там есть. То есть вот вопрос... По принципиальным вопросам есть консенсус, есть единое мнение. И поэтому, вот, исходя из всего этого, мне представляется, что будущее иракского государства, оно не очевидно, что Ирак останется единым государством. Просто по факту он и на сегодняшний день и единого Ирака как такового нет. Потому что власть Багдада распространяется только на Багдад и шиитские территории, а там Даиш контролирует определенную часть суннитских территорий, ну а курдские власти контролируют те территории, которые они считают Курдистаном. Здесь, наверное, надо еще сказать и о том, какие проблемы могут возникнуть, да, вот, при таком развитии событий, что Курдистан проведет референдум, объявит своей независимости. Там самое главное – это вопрос о так называемых спорных территориях. Планируется и там тоже провести референдум, где будут два вопроса поставлены. Один – это, желает ли население этой территории присоединиться к Курдистану, и, естественно, вопрос о независимости. Я очень боюсь, что вот тут могут возникнуть большие проблемы, особенно с шиитским ополчением, за которым стоит и Багдад, и Иран. И поэтому курдское руководство уже сейчас объявляет, что первая столица, первый партнер, с кем мы будем проводить переговоры о независимости, это Багдад. Это не Анкара и не Тегеран, а это Багдад. И прогнозировать события на Ближнем Востоке немножко сложно, потому что, как вот мой друг один недавно написал, это как калейдоскоп, вот как труба, да, там раз повернул, другой узор. И какой узор сложится вот в ближайшее время, очень трудно предугадать. И в конце я хочу еще отметить, что когда мы говорим о курдах в Ираке, это невозможно не принимать во внимание то, что происходит целиком на Ближнем Востоке, и в частности вот в курдском ареале, и в Турции, и в Иране, и в Сирии. Это, наверное, тема отдельного разговора. Я вот, отвечаю на последний вопрос, 7, да, вот по поводу влияния обстановки в Ираке, значит, вот переворота в Турции, наверное, там попозже, если будет время, вам отвечу. Спасибо. Спасибо. Борис Васильевич, вы и обобщите, и осветите, и затроните те вопросы, которые оказались, так сказать, вне поля зрения. Спасибо. Я попытаюсь осветить вот такие вопросы, на мой взгляд, важные, как политические силы, действующие в Ираке,
это влияние внешних факторов и возможные перспективы государственности Ирака. Прежде всего, я хочу сказать, что вот до начала вторжения Соединенных Штатов и их союзников в Ирак в 2003 году в Ираке, ну это известно, партия Баас была главной и, так скажем, правящей партией. Были, естественно, вот те репрессии, о которых говорил Юрий Шамильевич, против курдов, но государство существовало, действовало, и не было проблем с межконфессиональным и межнациональными противоречиями. Но это уже прошедший, так скажем, этап, и сейчас ситуация в Ираке, она крайне сложная. Мои коллеги об этом много говорили, но я вкратце опишу, попытаюсь описать вот эти вот политические силы. Это, естественно, правительство Ирака, сейчас руководитель его Абади, шиитское, в основном это шиитские силы, которые стоят у руководства Ирака. Притом эти шиитские силы, они также неоднородны. Я напомню, что после вторжения Соединенных Штатов и их союзников в Ирак, иракское государство было разрушено до основания, можно сказать. Вот это некоторые считают ошибкой американцев. И армия, структуры безопасности были разрушены, партия Баас была разрушена, и создавалось новое государство, где американцы опирались на шиитские силы. Вот предыдущий премьер-министр Мерики, он был 8 лет премьер-министром, его поддерживали Соединенные Штаты, поскольку шииты считались как бы оппонентами оппозиции Саддаму Хусейну, Соединенные Штаты, естественно, опирались на шиитские силы. Но шиитские силы, они, как я говорил, неоднородны. То есть есть силы, поддерживающие руководство, правительство, есть силы, которые представлены более радикальными шиитскими группами. Это прежде всего движение Муктады ас-Садра, притом такое достаточно сильное движение, которое пользуется влиянием среди шиитской общины Ирака и пользуется поддержкой Ирана. Муктада ас-Садр, движение его имеет свои вооруженные отряды, так называемую армию Махди, который участвовал, кстати, в сопротивлении американской оккупации. И вот последние выступления антиправительственные, они в Багдаде, которые были несколько месяцев назад, это вот представители движения Муктады ас-Садра, которые выступали за, так скажем, очищение правительства от коррупционеров, действительно проведение реформ и наведение, так скажем, порядка в государственных структурах, создание нормальной инфраструктуры в государстве. Это не секрет, что в Ираке сейчас и нет нормального снабжения электричества, воды, есть проблемы с системами жизнеобеспечения. Это все приводит, конечно, к выступлениям граждан Ирака антиправительственным, и вот главные силы, которые выступают за, так скажем, очищение правительства от негативных сил каких-то, это движение Муктады ас-Садра. Есть еще такие радикальные организации, как Высший совет исламской революции, поддерживаемый также Ираном. Вот эти шиитские силы неоднородные, но они являются главными движущими силами, так скажем, сейчас в Ираке. Суннитская составляющая представлена также теми силами, которые входят в коалицию с правительством.
есть и вооруженные отряды Ас-Сахва, так называемые, созданные в период еще оккупации Соединенными Штатами для борьбы с Аль-Каидой. Они продолжают действовать. Есть кланово-племенные структуры суннитские, которые, вот об этом говорили коллеги, поддержали, в какой-то мере поддержали вторжение исламского государства в Ирак, поскольку вот эти суннитские силы отражали те настроения части суннитской общины, которые считали, что вот правительство центральное в Багдаде не дает достаточных прав суннитской общине и притесняет суннитскую общину, и вот это вылилось в такой поддержке исламского государства, что, собственно, было одним из факторов продвижения такого стремительного отрядов Даиш в Ираке. Это вот суннитские силы. И курдская составляющая, здесь подробно о ней говорили, это иракский Курдистан. Де юре он входит в состав Ирака, а де-факто это действительно почти независимое государство. И, собственно, вопрос стоит уже о референдуме о провозглашении независимости. Но здесь вопрос достаточно сложный, поскольку не секрет, что иракский Курдистан, курдские силы в Ираке, они поддерживаются извне, они поддерживаются и Соединенными Штатами, притом не только в Ираке, это и в Сирии, эта поддержка наблюдается Соединенными Штатами. Поддержка идет со стороны Израиля, поскольку Израиль заинтересован, исходя из своих интересов, в создании независимого курдского государства, которое будет противостоять арабской составляющей региона. И это выгодно Израилю. Я напомню, тоже не секрет, что и структура безопасности иракского Курдистана, и вооруженные отряды, они создавались с участием Израиля, и инструктора израильские, израильская помощь оказывалась в создании вот этих вот структур. Поэтому здесь вопрос, конечно, очень сложный. Вот эта иракская проблема, курдская проблема, она очень сложная, поскольку, да, дело идет к тому, что Курдистан иракский будет объявлен референдум, и, естественно, большая часть курдов проголосует за независимость, это, скорее всего, очевидно. Но вопрос сразу стоит, вот об этом говорилось, территориальные претензии, территориальные столкновения. Это сразу, естественно, будет первым последствием провозглашения независимости. И это первый вопрос. Второй вопрос – это то, что те страны, в которых проживает курдская община, это и Сирия, Турция, Иран, они, конечно, не будут способствовать созданию курдского государства, безусловно, поскольку если будет провозглашено курдское государство в Ираке, естественно, это будет сигнал для курдских общин в этих странах, и в Сирии, и в Турции, и в Иране. В Сирии это уже стоит вопрос, поскольку вот сирийские курды объявляли о создании федерализации, федеративной зоны в тех районах Сирии, которые сейчас контролируются сирийскими курдскими силами. Это вот партия «Демократия народов» и Демократический союз, извините. И вот это, конечно, этот фактор, он очень важный. То есть как отнесутся вот эти страны к провозглашению независимого Курдистана. Для Ирака это тоже вопрос очень важный и сложный. И действительно, я вот согласен с мнением коллеги Юрия Шамилевича, что, возможно,
при вот таком развитии событий провозглашения независимости, то Ирак уже не будет существовать вот в тех границах, в которых он существует сейчас. Но это вопрос дискуссионный, поскольку здесь и Соединенные Штаты, хоть они и поддерживают курдские силы, но они оглядываются и на Турцию, поскольку Турция – это член НАТО, и мнение Турции важно для Соединенных Штатов. Я напомню, турецкая армия – это наиболее боеспособные силы НАТО в регионе, и даже в общем, так скажем, раскладе сил после армии Соединенных Штатов турецкая армия наиболее боеспособная. Но сейчас отношения между Соединенными Штатами и Турцией, так скажем, как минимум охлаждены, и есть ряд моментов, которые ведут к дальнейшему, так скажем, если не противостоянию, то, по крайней мере, осложнению этих отношений. Поэтому вот этот вопрос тоже дискуссионный. Насколько вот эта вот попытка государственного переворота повлияла на отношения Соединенных Штатов и Запада как такового к Турции, это очень важный вопрос. Мы видим, что идет процесс, так скажем, расширения вот этого противостояния. Даже вот последние сообщения, что ряд турецких средств массовой информации опубликовали такие заявления, что ЦРУ участвовало в подготовке вот этого неудавшегося вооруженного переворота. Я уже не говорю о том, что от Гюлена Турция требует выдачи Гюлена. Но Соединенные Штаты на это, конечно, не пойдут. Это ведет вот к такому разрастанию, в общем-то, конфликтной ситуации между Соединенными Штатами и Турцией. И здесь уже это, естественно, будет влиять и на ситуацию в Ираке. Насколько Соединенные Штаты будут учитывать турецкие интересы в курдском вопросе, это уже дискуссионный вопрос. Вполне возможно, что и Соединенные Штаты, и Запад как таковой, я напомню еще, вот касаясь турецкого фактора, что в Германии вышел отчет германских парламентариев о военных преступлениях турецкой армии в тех районах, в Турции, в которых она ведет боевые действия против курдской рабочей партии, против курдского национального движения. И там говорится о тысячах убитых, о разрушенных населенных пунктах. И, собственно, если дать ход этому отчету, то, ну, это, конечно, гипотетическая такая теория, то Эрдоган может попасть на скамью Гаагского трибунала. Но этот, естественно, ход не дан, и об этом отчете уже сейчас не говорят, но, в принципе, вот такая ситуация ведет к дальнейшему расколу, или, так скажем, противостояние между Западом как таковым и Турцией. Ввиду этого, в том числе и поэтому, Эрдоган обращается к России. Это конъюнктурный момент, я считаю, для улучшения отношений с Россией, восстановления экономических связей и политических даже в какой-то степени. Это вот касаемо курдского вопроса. Он важный, на мой взгляд, это самый важный, один из самых важных вопросов в Ираке и в регионе как таковом, поскольку курдская государственность, она действительно стоит как бы на повестке дня сейчас. Я слышал об этом еще, вот, когда бывал в Турции на международных конференциях, где курдские коллеги наши говорили, а не приведет ли арабская весна к курдской весне. Вот сейчас мы наблюдаем, да, вот такую ситуацию, когда курдский вопрос ставится на повестку дня. И что касается исламского государства, борьбы с исламским государством и дальнейших перспектив в регионе. Здесь прежде всего, конечно, надо говорить о влиянии внешних факторов, поскольку исламское государство, Даиш, это рукотворное детище, я об этом неоднократно говорил и считаю, что это действительно
так, то есть Даиш или Исламское государство Ирака и Леванта, возникшее, сформировавшееся в Ираке во времена оккупации, боровшееся тогда против оккупационных сил Соединенных Штатов и против шиитской общины за создание исламского государства на территории Ащам, так называемый, вот, Левант, Ирак, часть Палестины, Сирия, Ливан, вот эта территория. Затем эта структура активно включилась в борьбу против сирийского руководства, влившись вот в этот фронт радикальных исламистских группировок, воевавших против Башара Асада. И вот тогда Запад, монархии Персидского залива, Турция наиактивнейшим образом поддерживали все эти радикальные исламистские группировки, в том числе и ИГИЛ. И вот когда ИГИЛ набрал эту силу, которая дала ему возможность вести экспансию в регионе, вот тогда Запад некоторым образом только спохватился и стал говорить о том, что исламское государство – это враг, это террористическая группировка. Но до сих пор мы видим политику Запада по отношению к исламскому государству, когда Соединенные Штаты заявляют о том, что они не будут сотрудничать с российскими военными, вот об этом недавно говорилось, в борьбе против исламского государства. Почему? Но и будут опираться на местные силы в Сирии, которые борются с исламским государством, в Сирии и в Ираке. И почему это происходит? Поскольку главная цель Соединенных Штатов и Запада в Сирии – это устранение любыми путями руководства Башара Асада, как союзника Ирана. И здесь совершенно понятно, что поддержка вот этих местных сил, это, в том числе это и Джабат ан-Нусра, то есть различные исламистские группировки, которые якобы борются с исламским государством, на самом деле это такая вот чересполосица. Сегодня, допустим, вот если мы возьмем группировку Ахрар аш-Шам или Джейш аль-Фатха, в которую входит целый ряд других группировок, вот сегодня они борются, да, идут боестолкновения с исламским государством. Завтра какой-либо полевой командир начинает идти на контакты с тем же исламским государством и уже воюет против сирийской правительственной армии под другим лейблом, под другим флагом. Он подписывает, послезавтра он подписывает соглашение о прекращении огня, а через несколько дней он опять включается в борьбу против сирийской правительственной армии. То есть вот такая ситуация, она устраивает Соединенные Штаты, поскольку это ведет к ослаблению сирийской государственности, и в конечном счете, если это будет продолжаться, это приведет к, в общем-то, к коллапсу сирийской государственности. Поэтому Соединенные Штаты и поддерживают вот эти местные силы, как они называют, и не хотят идти на какое-либо сотрудничество с российскими военными. Но возвращаясь к Ираку, вот я хочу здесь на это внимание обратить, что борьба с исламским государством – это сейчас один из самых важных вопросов в Сирии и в Ираке. Насколько будет успешной эта борьба, насколько успешнее будет и развиваться ситуация в регионе, поскольку в случае гипотетического падения руководства Башара Асада в Сирии, это приведет, естественно, к усилению всех исламистских сил в регионе, и в дальнейшем это скажется и на Ираке, безусловно. Это совершенно очевидно. Здесь я хотел бы вот на такой момент обратить внимание, что Соединенные Штаты, вот, возвращаясь к внешним факторам, в отношении Ирака проводят вот такую вот двойственную политику. С одной стороны, Соединенные Штаты поддерживают нынешнее руководство Ирака, Абади, шиитские силы в борьбе против исламского государства. Но эта поддержка, она, так скажем, достаточно номинальная, поскольку вот мы знаем, что на протяжении года коалиция во главе с Соединенными Штатами вела борьбу с исламским государством, в основном это были бомбардировки. И в результате этого годичного противостояния с исламским государством, исламское государство только расширило свою сферу влияния и расширило территорию под своим контролем. И только вмешательство российских ВКС привело вот к такой стабилизации. Почему это происходило? Все по
потому что цель Соединенных Штатов в регионе – это устранение руководства Башара Асада, это расчленение Сирии, то есть устранение Сирии как игрока и как центра сил на Ближнем Востоке, поскольку Сирия противостоит Израилю, Сирия – союзник Ирана, Сирия – союзник и России, и устранение Сирии – это является главной целью Соединенных Штатов. Поэтому и поддержка шиитского руководства в Ираке Соединенными Штатами, она номинальна, поскольку для Соединенных Штатов было бы выгоднее, если бы в Ираке пришли к власти силы с достаточной компонентной суннитской, которые были бы лояльны Соединенным Штатам, но враждебны Ирану. Это тоже совершенно очевидно. Поэтому вот такая вот ситуация достаточно сложная с позиции внешних акторов в регионе, она ведет вот к такому затяжному характеру борьбы с исламским государством. Поскольку ведь если мы возьмем чисто военный фактор, я имел беседы с нашими военными экспертами, и, в общем-то, и другие эксперты говорят о том же, что в военном плане успеха или даже уничтожения исламского государства – это не такой сложный вопрос. Если была бы политическая воля у всех международных акторов, которые так или иначе связаны с борьбой с исламским государством, то вопрос о его, так скажем, подавлении – это вопрос 2 недель, месяца. Вот об этом говорят военные эксперты, поскольку взятие Ракки, что такое Ракка? Это небольшой город, это районный центр по российским масштабам. Его взятие это не составляет труда, но для этого нужны усилия всех сил, чего нет. И, наверное, пока и не предвидится вот такого взаимодействия. Поэтому вот такая вот ситуация достаточно сложная, она ведет и к тому, что, вот если мы вернемся к Ираку, что вполне возможно вот эти вот центробежные силы в Ираке, они будут набирать силу. И Ирак, как такое вот единое государство, вполне возможно уже не будет таким единым. Но это, опять же, вопрос такой гипотетический. То, что касается курдского вопроса, это вот главный в Ираке, я возвращаюсь уже вот к перспективам. На мой взгляд, эта проблема будет наиболее острой и обостряться будет, поскольку курды будут стремиться к независимости. Суннитские силы, которые поддерживают исламское государство, я думаю, все-таки будет размежевание этих сил, которые те, кто поддерживает исламское государство, это меньшинство, а основная часть иракских суннитов все-таки будет стоять за сохранение единого Ирака. И позиция внешних акторов – это очень важный момент. Насколько далеко зайдут противоречия между Соединенными Штатами и турецким руководством, это тоже вопрос, от которого зависит многое в регионе, в том числе и в Ираке. И здесь говорить односложно, конечно, нельзя, поскольку, с одной стороны, Турция – это член НАТО, и контакты, и какие отношения, безусловно, сохраняются и будут сохраняться, но, с другой стороны, турецкий лидер нынешний, он выступает вот с таких исламистских позиций, и исламистская составляющая в турецком руководстве будет усиливаться, на мой взгляд, после подавления вот этого неудавшегося военного переворота, поскольку те силы, которые возглавили этот переворот, это кемалистские силы, это силы, которые стремились направить Турцию на путь развития по, так скажем, секулярному пути, не исламистскому, поскольку большая часть офицеров – это те, которые учились в Соединенных Штатах, в Европе, и сохраняют вот эти кемалистские традиции, но они сейчас подавляются, притом достаточно жестко, а исламистская составляющая, на которую опирался Эрдоган, ведь
одним из факторов того, что переворот не удался, было то, что с минаретов призывали людей идти поддержать, имамы призывали людей идти поддержать Эрдогана, и это сработало. И вот эта исламистская составляющая, она будет, по крайней мере сейчас, набирать силу. Поэтому вот говорить о перспективах, так скажем, с какой-то долей уверенности достаточно сложно. Но главное, на мой взгляд, это то, что в Ираке ситуация очень сложная, и вполне возможно, что мы будем наблюдать вот эти тенденции центробежные. И Ирак, если ему удастся сохранить вот эту территориальную целостность, это будет, наверное, наилучшие перспективы с предоставлением курдской общине всех, так скажем, прав по какой-то автономии широкой, но все-таки, наверное, это не удовлетворит, вот, судя по последним данным, курдскую общину. Во всяком случае, сейчас больше вопросов, чем ответов, но Ирак стоит на пороге вот такого вот, так скажем, такой тенденции к распаду. Спасибо, Борис Васильевич. Ну, поскольку у нас формат мероприятия «Круглый стол», то все-таки я даю там по минуте, полторы на реплику или на поправку, или там высказывание там другой какой-то позиции. Пожалуйста, начинаем с того края. Значит, Можно, да? да. Да. Ну, я буквально несколько минут очень общее обшел так, несколько моментов. Ну, конечно, то, что касается курдского фактора. Ну, действительно, для понимания ситуации не только в Ираке, но и вот в целом в регионе, надо понимать, что из себя представляет сегодня этот курды, что из себя представляют. Ну, я вот просто перечислю очень коротко, да, по демографии, по численности, да, вот часто говорят и в нашей литературе пишут, что это четвертый по численности народ в регионе, но на самом деле уже давно он стал по численности первым. Ну, до 50 миллионов курдов в регионе проживают. Ну, если взять вот численность населения Турции и Ирана, там, Ирака и Сирии вместе даже взятых, то значит, численность курдского населения, она вот, демографически там бум просто. Это, естественно, фактор, который надо учитывать во всех областях. Вот просто простой пример. Вот турецкая армия, о которой много говорят, что она там ведущая в этом в НАТО и так далее, из-за демографической ситуации в Турции, там, вы знаете, турецкая армия – это призывная армия. Там большое количество рядового, особенно из среднего звена, сейчас курды. И даже очень много случаев, когда вот один брат, он в рядах РПК воюет в горах, а другой брат в турецкой армии находится. В последние годы в связи с развитием вот, интернет-технологий, телевидения, только спутниковых каналов несколько десятков. Вот один из них Рудав, один из самых ведущих телеканалов вообще в регионе. Вот он сегодня присутствует. Это тоже несколько лет назад здесь нельзя было и помыслить об этом, о том, что вот, будет столько спутниковых и интернет-каналов. Почему я это говорю? Вот такое информационное единое пространство курдское складывается. То, что касается экономики, вот часто говорят о том, что между Турцией и иракским Курдистаном в прошлом году 12 миллиардов долларов товарооборот. Но фактически это между курдами и курдами. То есть иракскими, ну, в основном, там, конечно, и турецкий бизнес присутствует, но в основном, то есть такое единое экономическое пространство национальное возникает. С национальной сейчас в наше время не принято особенно говорить о там, национальной буржуазии и так далее, но это факт, от которого не уйдешь, и это влияет в том числе на процессы, которые в курдском обществе наблюдаются. В военном отношении пешмерга, ну, там численность она засекречена, но
минимум 200-250 тысяч. Сейчас, тем более, вы знаете, то есть курды громадную военную силу сейчас представляют. И не только Пешмерга. Вот партия Демократического союза в Сирии до 50 тысяч штыков, как говорится, имеют. И мобилизационный ресурс военный, так сказать, общекурдский, он довольно высокий. Нельзя со счетов сбрасывать и солидарность, курдскую солидарность. Это особенно в войне против Даиш проявилось. Помните Кобани, да, знаменитый уже город, это курдский Сталинград. Там воевали курды, независимо от того, откуда там турецкие или там это, и иракские пешмерга по договоренности тоже там они решающую роль сыграли. И сейчас в Сирии, допустим, в этих отрядах, там, как говорится, на лбу не написано, курд откуда, из какой части Курдистана находится. И тут еще надо отметить, что в борьбе с Даишем имидж курдов в мире очень вырос. Положительный имидж, это особенно курдские женщины молодые, которые там с Даишем воюют. И общественное мнение в мире тоже, и в том числе и в России, я знаю, оно симпатизирует курдам. Это тоже, так сказать, реальный политический ресурс, который курды могут задействовать. И то, что касается вопроса с Турцией, да, в Турции почему-то всегда, когда говорят о курдах и о турках, это, антагонисты на 1000 лет, что ли. Но на самом деле это не так. И если вы обратили внимание, во время переворота в Турции, в курдских районах, Диарбекер и других, люди вышли на улицы, протестуя против переворота. И мне кажется, мы находимся, я, конечно, не знаю, как себя Эрдоган поведет, но мне кажется, что намечается какие-то сдвиги в переговорном процессе между курдами и турками. Знаете, в курдском общенациональном движении сейчас наметились три тенденции, три направления. Это чисто националистическая, это допустим, Демократическая партия Курдистана, Патриотический союз, там в Турции много национальных партий, Национальный совет курдов в Сирии, в Иране. Это националистические, курдские партии, можно их так назвать. Есть связанная с идеологией рабочей партии Курдистана. Это у нас реплика. Да, хорошо, я заканчиваю. И третье движение – это курдский политический исламизм. Он и в Турции сейчас развит, но этот курдский исламизм, все исламские курдские партии, они выступают за независимый Курдистан. Спасибо. Пожалуйста. Да. Спасибо большое. Здесь, конечно, одной репликой сложно обойтись, потому что действительно очень много вопросов сразу было затронуто. Но если реплика, то такая, как-то мы сосредоточились на курдах, все-таки не надо забывать, что Ирак многонациональное, многоконфессиональное государство. Кроме курдов, все-таки шииты и сунниты продолжают оставаться крупнейшими этноконфессиональными общинами, которые никуда не делись и никуда не исчезли с территории Ирака, и их права и свободы, их имплементация в систему органов государственной власти, система органов государственной власти, которая должна отвечать потребностям всех этноконфессиональных меньшинств, должна быть создана. Относительно исламского государства, мне кажется, здесь тоже одним из факторов скорейшей победы над этой террористической группировкой будет фактор скорейшей имплементации суннитов в систему органов государственной власти и, возможно, предоставление широкой суннитской автономии, которая будет самостоятельно решать и отстаивать свои интересы, опять же, в конституционном плане. Что касается курдов, а не существует ли такого опасения? Мне кажется, оно объективно должно существовать, что, уйдя из-под власти Багдада,
регион, который, в общем, тоже не лишен своих серьезных внутренних противоречий, коррупции и борьбы различных политических сил, то есть не устоявшийся с точки зрения своей государственности и своего внутреннего консенсуса, а не подпадет ли этот регион под влияние другой, более мощной внешней силы. И если это так, то, так сказать, каков смысл тогда терять свою историческую принадлежность к некой территории и подпадать под влияние другого государства, которое сначала будет любезно инвестировать большие средства в экономику, а потом столь же любезно поставит под свой контроль всю политическую систему и будет диктовать политическую жизнь, используя противоречия внутри политических сил, играя на этих противоречиях. Но это, так сказать, такой риторический вопрос, поэтому я все-таки отстаиваю свою точку зрения, что только широкая федерация, предоставление реальных прав и свобод и реальная имплементация различных политических сил в систему органов государственной власти в рамках конституционного строительства. Это позволит сохранить единый Ирак, обеспечив выполнение интересов различных этнических и конфессиональных групп. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Несколько проблем, мне показались, очень заострились в рамках развернувшейся дискуссии, в рамках тех реплик, выступлений, которые сделали коллеги. Во-первых, мне кажется, мы скатываемся к нескольким очень важным проблемам в нашем понимании ситуации в Ираке. Это, в частности, опасность серьезного упрощения ситуации, когда мы делим иракский социум по принципу курды, сунниты, шииты и правительство, руководство, к примеру, страны, хотя все намного сложнее. Это проблема, которую мы уже наблюдаем на примере той же самой Конституции, где идет обращение к конкретным, так сказать, категориям, которые характерны для, опять же, заимствованного внешнего дискурса, пришедшего к нам из Соединенных Штатов Америки, но нет учета специфики реальности самого иракского социума. Где тот же самый суфийский фактор, который определяет очень серьезные сферы общественно-политических отношений не только в суннитской общине, внутри суннитской общины, но на региональном уровне. Где те самые племена, где тот самый племенной фактор, о котором вспоминают, когда надо победить исламистского врага, тот же самое движение Асаху, которое сегодня практически значительно претерпело серьезные изменения, был серьезнейший период его отсутствия, а племенной фактор, тем не менее, сбрасывать со счетов никак нельзя. Где то самое шиитское духовенство, шиитские духовные авторитеты, которые, по сути дела, да, появляются вокруг них политические партии, но они продолжают оставаться самостоятельным субъектом внутриполитических отношений, который не имеет четкого правового регулирования, правового отражения в нынешней Конституции. Отсюда, соответственно, да, когда мы говорим об имплементации всех и вся в политический процесс на равных условиях, мы сталкиваемся с проблемой их пропорционального представительства и, собственно, отбора тех, кто будет участвовать в этом самом процессе. Стоит учесть, да, что шиитов все-таки больше, да, если мы будем соблюдать те самые базовые демократические принципы, то ни о каком равном представительстве всех участников процесса, даже если мы упростим и скажем сунниты и курды, быть не может. Демократия – это правление большинства, поэтому править будет большинство. А это вот уже многим не понравится. На мой взгляд, и, так сказать, суннитов нельзя отождествлять и говорить, что они все однозначно, так сказать, лишены прав и возможностей внутри иракского общества. Нет никакой единой социальной группы этноконфессиональной, которую мы называли бы суннитами. Существуют арабские племена, суннитские племена, которые живут под властью ИГИЛ и получают от этого больше привилегий, чем они существовали под властью Багдада. Есть арабские племена, которые воюют с ИГИЛом. Есть арабские племена, есть арабское суннитское население, которое противостоит, которое играет в торг с властью. И есть племена, есть отдельные сунниты, суннитские лидеры и суннитские организации, которые сосуществуют с государственной властью и существуют в парламенте, в правительстве и так далее. А есть курды-сунниты, да, тоже сунниты, тоже курды, и
они, собственно, представляют собой самостоятельный тоже фактор, такой, который нельзя отождествлять их с суннитами-арабами. То же самое с шиитами. Да, мы должны учитывать этот самый иранский фактор, мы должны учитывать, да, тот фактор военного присутствия Ирана, содействия Ирана иракской борьбе с Даиш, присутствие генерала Сулеймани на всех уровнях политических и военных переговоров. И в то же время, да, не только радикалами, шиитскими радикалами исчерпывается власть. Никуда не делся бывший премьер-министр Аль-Малики, который продолжает существовать, который имеет собственную фракцию, огромнейшие ресурсы и продолжает играть важную роль. Поэтому фракционность – вот то, что, на мой взгляд, определяет сегодняшнее иракское общество. И поэтому наши попытки, так сказать, систематизировать ситуацию натыкаются на очень важную проблему ее упрощения, ее излишнего, ошибочного, опасного упрощения. То же самое относится и к курдам. Да, внутри конфликта между Демократической партией Курдистана с ее оппонентами в виде движения Гаран, партии Патриотического союза Курдистана, лежит вполне закономерное требование других политических партий к ДПК, обвинение в излишней коррупции, которая произрастает из монополизации власти на местах. И эти конфликты внутри партии, внутри хотя бы того же самого иракского Курдистана продемонстрируют нам, что нет никакого единого курдского этноса, курдского политического движения в рамках иракского Курдистана. Чего уж говорить об наличии единого курдского политического движения внутри Ирана, Сирии, Турции и Ирака воедино. Вот здесь важно отметить, есть еще один из важных последствий, эффектов от существующего положения в Ираке, которое продолжается уже на протяжении десятилетий, это постоянное перемещение населения. Огромное количество перемещенных лиц, миграция не только за пределами самого Ирака, но и внутри Ирака постоянно перемещается население. Это люди, которые бегут от войны, это люди, которые бегут от несовершенства социально-экономической системы, от разрушенной инфраструктуры. И здесь это проблема, которая требует внимания, требует содействия в ее разрешении. Отсюда проблема, которую мы немножко так обошли, это экономическая составляющая конфликта. У той же самой курдской проблемы, у курдского суверенитизации, у этой проблемы, у этого процесса, к сожалению, на сегодняшний момент, в нынешних социально-экономических условиях нет экономических оснований. Сегодня курдская экономика иракского Курдистана действительно зависима от того самого пункта, закрепленного в договоренностях и в Конституции, о тех самых 17% бюджета, которые должны поступать. Потому что сегодня экономика иракского Курдистана – это не производящая экономика, это экономика абсолютно зависимая от нефтяных ресурсов. Да, иракский Курдистан долгое время существовал так сказать, выполнял функцию такого хаба, который вне налогового пространства целого ряда государств проводил определенные торговые операции и, по сути дела, был таким транспортным узлом. Но сегодня война и условия, которые окружают эту территорию, значительно ослабили этот потенциал. Строительные ресурсы, возможности, да, строительства, социальной инфраструктуры замедлилось в связи с отсутствием той самой нефтяной ренты, которая сократилась из-за снижения цен. В итоге экономических оснований для дальнейшего продвижения в сторону суверенизации, создания независимого иракского Курдистана, к сожалению, в данной перспективе, в данных условиях нет. Необходимо либо реформировать серьезнейшим образом экономику, снижать зависимость экономики иракского Курдистана от внешних рынков, либо же за счет интеграции в эти рынки, за счет интеграции, сохранения интеграции в иракский рынок, сохранять свое присутствие в составе единого федерализированного иракского государства. И это уже другой вопрос. К сожалению, для внешних участников, для и региональных игроков, таких как Соединенные Штаты Америки, Россия, иракский рынок, сегодня иракская экономика – это не рынок мира, это рынок, к сожалению, войны. Основным товаром, который поставляется в эту страну, является оружие и припасы для ведения дальнейших боевых действий. Отсюда только гуманитарная помощь, оружие и припасы. Все остальное – это
нефти, сопутствующие товары, все остальное намного меньше. И только у региональных государств, у соседей Ирака есть определенные возможности к занятию альтернативных других сфер рынка, да, товары общественного потребления, да, общего потребления, товары сельскохозяйственной продукции и так далее. Это все, что может дать Турция, это может дать Иран, это может дать та же самая Иордания, тот же самый Ливан. Это внутренний региональный рынок, и стимулирование этих связей, возможно, поможет преодолеть определенные конфликтные основания, существующие в данном конфликте. С проблемой Даиш, я бы только добавил только то, что, к сожалению, мы тоже существует уязвимость отождествления природы конфликта в Сирии и Ираке. Все-таки, на мой взгляд, несмотря на наличие общего фактора, общих связей, общих проблем, сирийский конфликт – это одно, иракский конфликт – это другое. Другие причины, и, к сожалению, сегодня мы, на мой взгляд, должны понимать, что уничтожение ИГИЛ, уничтожение той самой области, которую ИГИЛ называет халифатом, занятие ее государственными силами государств, будь то режим Башара Асада, будь то сирийская оппозиция альтернативная, либо же, соответственно, в Ираке это правительственные войска или шиитские группировки, не решат ни в коем случае существующих конфликтных отношений. Приход шиитских ополчений на территорию, контролируемый ныне иракским государством, вызывает закономерную тревогу как среди населения, которое живет сегодня под властью Даиш, так и, соответственно, у целого ряда соседних государств. О том, не будет ли, резни, да, не будет ли, соответственно, каких-то репрессий в отношении сторонников исламского государства. Давайте оставим немножко времени Отсюда, на соответственно, вопрос. это проблема. Так, Спасибо. Борис Васильевич, поскольку у вас был, вы будете, тоже хотите? Буквально Давайте. 2 фразы. Здесь я прежде всего сказал бы, что да, не нужно упрощать проблему, но не нужно ее и как-то, так скажем, усложнять, поскольку если мы уйдем в частности, безусловно, есть интересы различных сил и суфийских орденов, и различных группировок внутри партий, внутри общин, это безусловно. Но если мы уйдем вот в эти частности, то мы, так скажем, сместим понятия и не сможем выделить основные моменты этого конфликта. Основные моменты конфликта это конфликт с Даиш, это безусловно, поскольку само вот это вот формирование Даиш, это, я повторю, это рукотворное детище, и его уничтожение или его, так скажем, подавление предполагает не только, естественно, военное подавление, это предполагает прекращение финансовой поддержки вот этих вот группировок радикальных суннитов, это прекращение возможности идеологического вот такого воздействия и на регион, и в том числе на Европу. Ведь смотрите, то, что едут воевать в Даиш из европейских мусульманских общин, это тоже за счет того, что есть идеологическая подпитка, есть такая вот пропаганда мощнейшая. Вот с уничтожением Даиш сразу решается целый ряд проблем. Это и военная проблема, то есть нет больше радикальных исламистских группировок, которые угрожают Сирии прежде всего. И здесь вопрос не только в подавлении Даиш, ведь с Даиш связано целый ряд группировок в Сирии. Это Джабат ан-Нусра, это в том числе и Джейш аль-Фатх. То есть это целый комплекс проблем. Вот подавление всех радикальных исламистских группировок, во главе которых стоит Даиш, решает множество вопросов в регионе. И в Ираке в случае подавления Даиш, да, я согласен, конечно, это не решит, военное подавление Даиш не решит внутренних проблем Ирака. Это безусловно. Это уже другой вопрос, поскольку насколько, так скажем, способно иракское руководство найти какие-то пути объединения или сохранения единого Ирака, это уже другой вопрос. И здесь вот встает на повестку курдский вопрос, это вот главное. Поэтому, на мой взгляд, необходимо выделить вот эти вот основные, так скажем, вехи или, так скажем, реперы, основные пункты этого кризиса и, анализируя их, пытаться найти какие-то пути решения. Но пути решения, естественно, будут находить, мы здесь просто обсуждаем эти проблемы, пытаемся их анализировать, а конкретные пути решения будут находить конкретные политические
политические лидеры, но мы можем как-то и воздействовать, в том числе на этих политических лидеров, вот, представляя свое видение решения проблем. Спасибо. Как всегда мы... Можно? Да. Вот давайте в последнем ряду. На обед не будем прорываться? Кто хочет прерываться, но пусть... Да, спасибо. Если можно, Руслан Мамедов, РСМД. В отношении последних 3 структур, которые было сказано, Джейш аль-Фатх, Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ, это все-таки разные организации. Нусра входит в Джейш аль-Фатх как коалицию, поэтому как бы, тут, о них как о разных мы говорить не можем. Но вопрос у меня связан немножко с другим моментом. Мы много говорили о курдском регионе, много говорили о шиитских военизированных формированиях и о том, что как только пойдет ЕГЭ, собственно, все проблемы будут решены. Вопрос стоит у меня немножко иначе. Корень проблем видится все-таки в перманентной маргинализации суннитского населения и суннитских регионов. Да? И тогда встает проблема о том, что после, собственно, что после ИГИЛ. Да? Как может быть выстроена стратегия развития суннитских регионов? Как может быть обеспечено суннитское представительство Вы все-таки вопрос задайте, а то вы много вопросов поставили, пока еще не ясно, на что отвечаете. Какова стратегия развития суннитских регионов, какова она может быть после возвращения их под власть Багдада? Спасибо. И к кому вопрос? Ко всем. Вопрос может быть ко всем присутствующим экспертам. Хорошо. Тогда начинайте. Ну, давайте с того края тогда. Здесь прежде всего я коротко, хотел бы, пожалуйста, а то нам надо еще. да, сказать по поводу развития суннитских регионов. Ваш вопрос в Ираке, если вы имеете в виду Ирак, то здесь вопрос этот упирается, опять же, в способность иракского руководства найти пути решения вот этих вот проблем, прежде всего объединения и нахождение какого-то консенсуса между различными конфессиональными и национальными группами. На мой взгляд, вот нынешнее руководство достаточно проявило себя не настолько способным, чтобы эти проблемы решить. Я вот напомню движение Муктады ас-Садра, которое требует замены правительства как такового, но это шиитская составляющая. Суннитские районы, на мой взгляд, говорить только о развитии суннитских районов – это непродуктивно. Если мы хотим рассматривать этот регион, прежде всего Ирак, то все-таки его надо рассматривать как вот целое такое, некую цельность. И суннитские, и шиитские, ну, про курдские регионы я здесь говорил, что навряд ли они согласятся, так скажем, на дальнейшее пребывание в составе Ирака, но, по крайней мере, суннитские и шиитские регионы должны рассматриваться как нечто общее. И план развития, план, так скажем, восстановления, он должен касаться всех регионов. Но здесь... Это очень сложный вопрос, насколько будут в этом участвовать какие-то международные структуры, поскольку Ираку самому, на мой взгляд, не справится с этим, насколько будут задействованы возможности Ирака, вот его финансовые возможности как экспортера нефти. И здесь все-таки на первый план выдвигается все-таки вот подавление исламского государства. Я не говорю, что, конечно, что все проблемы будут решены с подавлением исламского государства, но первое, что необходимо сделать, это осуществить или стабилизировать ситуацию, то есть безопасность. Это прежде всего. Вот пока нет безопасности, никакие реформы, никакая внешняя помощь не сработает. Здесь прежде всего нужна безопасность. А безопасность может осуществиться только с подавлением ИГИЛ. Подавление ИГИЛ повлечет за собой и стабилизацию в стране, поскольку ведь это совершеннейшая аксиома, что оружие может иметь в, так скажем, цивилизованном государстве только тот представитель государства, это полиция или армия. Все другие
структуры, они не должны иметь оружие, они не должны выступать как вот какая-то вооруженная сила. Пока это существует, а это существует сейчас, о развитии суннитских или шиитских регионов или Ирака как такового не стоит вопрос. Это уже вторично, поскольку пока нет безопасности, пока идут вот эти теракты, уносящие там сотни жизней, ни о каком экономическом восстановлении, к сожалению, это мое мнение, не может идти речь. Ну, я думаю, что, значит, приведу слова великого Гёте: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Мне кажется, никакие конституционные преобразования, создание какой-то идеальной конституции, законов или использование экономических ресурсов, рычагов для того, чтобы интегрировать и вот объединить необъединимое, это тем более вот на протяжении последних 10-12 лет в Ираке это все проходили и ничего не добились. И поэтому вот, то, что касается суннитов, мы много говорим очень часто о том, что вот курды разделенный народ там, в 4 государствах и так далее. Но вот то же самое и сунниты. Сунниты тоже это разделенная, так сказать, религиозная община. И мне кажется, что легче разделить, чем попытаться объединить. А для того, чтобы безболезненно относительно разъединить, развести, мне кажется, необходима международная конференция, как всегда было после больших перетрубаций в мире, после мировых войн. Необходима международная конференция, которая смогла бы с участием великих держав и региональных общин вот, на земле, которые существуют, которая смогла бы разрулить и вывести на приемлемый для тех же суннитов, курдов, шиитов, там, друзов, христианских общин, на какой-то новый порядок в этом регионе. Мы знаем, что как вот современная карта Ближнего Востока была организована, создана, ну, вот эти ошибки, я думаю, надо исправлять. То есть лучше разъединить спокойно там, чем попытаться как-то искусственно их объединять. Мне представляется, что контуры в отношении суннитских регионов уже намечаются. Я вот, к сожалению, сейчас с коллегами мы пытались вспомнить фамилии, может быть, присутствующие его знают. Это руководитель, он не очень популярный политик, это руководитель суннитских партий в нынешнем, в Ираке, в нынешнем... Нет, который сейчас создал отдельную парламентскую фракцию, суннитскую, в федеральном правительстве. Он не очень популярный политик, но у него было такое достаточно резонансное заявление, вот буквально несколько месяцев тому назад, он выступил с предложением о том, наконец, сформировать суннитский регион, по примеру курдского, в отдельных мухафазах, в отдельных нахиях, в отдельных деревнях, провести абсолютно конституционно, ни на йоту не отходя от Конституции, провести референдумы, образовать по аналогии с курдским суннитский регион, который будет решать самостоятельные проблемы и который, опять же, конституционно дает возможность выстраивать взаимоотношения с федеральными органами государственной власти. И ведь здесь еще очень важный момент. Я, так сказать, позволю не согласиться с уважаемым Юрием Шамилевичем, который только что сказал, что в Ираке все это было и все мы это проходили. Не было никогда этого в Ираке. Как раз ровно то, о чем я говорила. Никогда не было такой конституции. Поэтому к ней нужно приспосабливаться, ее нужно наполнять реальным политическим содержанием. Конституция сейчас позволяет разным политическим, конфессиональным силам делать очень многое в плане своего самоопределения, но в рамках единого государственного образования. И еще один момент, так сказать, что нельзя оглядываться на конституционные юридические нормы, когда идет гражданская война. Но, коллеги, давайте вспомним ситуацию в Алжире. Новые рамки политического процесса были определены Конституцией 1996 года, которая способствовала нахождению компромисса между различными политическими силами. Конституция была принята в разгар гражданской войны в Алжире, который в ходе этой войны, длившейся десятилетия, потерял порядка 300 тысяч человек по официальным данным.
Но дело все в том, что Конституция способствовала этому, потому что я настаиваю на том, что Конституция может быть чисто формальной, но только она определяет те политические рамки, в которых может протекать политический процесс. Почему президент в одной стране может единолично вводить чрезвычайное положение и делать в рамках этого чрезвычайного положения то, что считает нужным? А вот потому что Конституция позволяет. А вот Конституция другой страны не позволяет единолично президенту вводить чрезвычайное положение. Для этого нужно согласие премьер-министра, согласие парламента, согласие Верхней палаты, согласие Нижней палаты и так далее. Вы понимаете, что политический процесс совершенно другой. И применительно к федеральным властям, мне кажется, здесь тоже мучительно, очень тяжело, но тоже намечается определенного рода тенденции на урегулирование ситуации. Опять же, премьер-министр, если мне не изменяет память, выступил с инициативой проведения правительственной реформы и формирования, наконец, правительства исключительно технократов, без оглядки на этническую и конфессиональную принадлежность. Иными словами, начался, наконец, мучительный процесс понимания того, что нужно отходить от ливанизации Ирака, что министерские посты должны занимать люди профессиональные, независимо от своей этнической и конфессиональной принадлежности. Поэтому, мне кажется, вот эти контуры, они постепенно обозначены. Другое дело, что у Ирака нет навыков, так сказать, использования вот этих конституционных правовых норм для решения политических процессов. А все это возможно, нужно просто время, практика. Марина Анатольевна со мной не согласится, наверное, но мне кажется, что попытка создать правительство технократов пока еще так и не достигла никакого успеха, потому как назначение пока идет как раз ровно по альтернативному принципу. Мне кажется, что интеграция, так сказать, оккупированных территорий населения, находящегося на нем, в Ирак, так сказать, стратегия, о которых был задан вопрос, любые политические инициативы, проекты и модели, на мой взгляд, будут бесперспективны до тех пор, пока под ними не будет четкой экономической базы. А именно той экономической базы, которая удовлетворит население, интересы и потребности населения этих регионов. Даиш удается получать лояльность местного населения благодаря достаточно гибкой социально-экономической политике, налоговой политике. Вводя определенные налоги, оно не вмешивается в ведение бизнеса на территориях. Оно вводит строгие правила поведения и, по крайней мере, пытается им следовать. И удается им это сделать лучше, чем на определенных территориях, контролируемых государством. Поэтому пока не будет создано либо невыносимые условия для ведения подобного рода отношений между Даиш и местным населением, либо не предложена какая-то альтернатива. Как сделать данную модель невозможной? Даиш обеспечивает безопасность ведения бизнеса. Сделать эту безопасность невозможной. Да? Они предлагают безопасность, введите небезопасность, бомбите эти территории. Хотите, разрушайте их заводы, разрушайте инфраструктуру. Тогда население не будет поддерживать Даиш как гарант безопасности. Что предложить взамен? Взамен интеграцию этих регионов в региональную экономическую систему. Опять же, возможно, это регионы, приграничные с той же самой Сирией. Им нужно предложить альтернативу ведения экономической деятельности с той же самой Новой Сирией. Новой Сирией, потому что Сирия уже не будет старой. Регионы разрушенные должны быть возвращены, восстановлены. В том же самом Дейр-эз-Зоре, в тех же самых оккупированных сейчас Даиш территорий Ирака ведется добыча нефти. И сегодня для обеспечения базовых потребностей населения в этих территориях добывается грязнейшая нефть, собственно, и проводится элементарнейшая очистка ее, но эта нефть превращается в самый дешевый вид топлива, который потребляется местным населением. Пока не будет предложена какая-то замена этому топливу, население не будет отворачиваться от Даиш, потому что у них покупать, вести вот эту деятельность куда выгоднее и куда способнее. Поэтому интеграция, да, реинтеграция, возможно, когда будет предложена конструктивная замена существующей экономики, которая, как бы нам этого не хотелось, выстроилась под эгидой Даиш. Поэтому уничтожение военной силы Даиш должно сопровождаться с уничтожением тех экономических основаниях, от которых они выстраивают свою систему управления. Спасибо. Так, вот
Да есть такой, если хочешь, я скажу. Нет, вот в предпоследнем ряду. Вот. Хорошо, большое спасибо всем за очень полезную Вы только информацию. представьтесь. Радван Бадини, президент Института прессы и политических анализов. Ирак, Арбиль. Спасибо за очень полезную и объективную информацию. Но мне бы, даже я бы сказал, часто очень, в кавычках, холоднокровную, вот такую спокойную. Это очень люкс для такого человека, как я, вот, который только что, буквально 3 дня тому назад, приехал из этой жаркой, в буквальном и переносном смысле обстановки страны, когда слышит вот так очень медленно, спокойно, вот, как бы оценку вот происходящего. На мой взгляд, вот, очень, конечно, много вопросов к каждому из выступающих, но я бы хотел как бы сократить и указать на, как бы, на сердцевину, на основную как бы, тему или же проблему, которой страдает сегодня весь Ближний Восток, и в частности Ирак, тема нашего круглого стола. Дело в том, что сегодня в первой линии против Даиша, или в Ираке, также и в Сирии, почти 1500 километров это занимает курды. То есть из Ханикина практически до Африна. Больше 1500 километров. И сегодня на международной арене, буквально в коалиции, созданной всем миром, против Даиша, сегодня курды как бы отстраняются от как бы принятия участия в этих дискуссиях. Вот буквально на днях в Министерстве иностранных дел и La Défense, то есть... Вы вопрос задайте свой. Да. Мне бы хотелось сказать, вот я полностью согласен еще, извините, если Вы задайте вопрос. Да. Юрий Шамилович указал на те факторы, которые нельзя ни в коем случае дальше как бы игнорировать курдский вопрос. Около 40 до 50 миллионов. Вопрос, который он возник во всех этих 4 странах одновременно. Как может быть мировой общественность? Я хочу еще указать на вот роль таких ученых, как вы, когда в таких дискуссиях дискутируете вот этот вопрос, это ваша роль очень большой, именно даже в общественном мнении в наших странах. Вот и в связи с этим, как, на ваш взгляд, можно игнорировать вот такую роль, вот такую активность в сопротивлении Даиша, в борьбе против Даиша, для всего мира курды воюют. И в то же время ни одна страна не настаивала на то, чтобы курды могли бы участвовать в разговорах, в планах, в дальнейшем как бы борьбе против Даиша. Вопрос ко всем, и одновременно вот нужно вытекать из нее как бы философию. Можно ли этернельмо, как говорят по-французски, игнорировать вот эта борьба народа за свои самые простые права быть свободным на своей земле? Спасибо. Вопрос понятен. Кто будет отвечать? Да, спасибо за вопрос. Значит, действительно, недавно в Вашингтоне прошла встреча, значит, вот коалиции, созданной под эгидой США, и на нее не был приглашен ни один курдский представитель. Хотя, как вот Радван сказал, фактически основная нагрузка в борьбе с Даишем на земле, значит, уже 1500 пешмерга погибли и около 8000 ранено. Я уже о там материальных вещах не говорю. И с чем это было вызвано? Дело было, значит, это было вызвано тем, что министр иностранных дел Ирака не захотел
чтобы в составе делегации Ирака были бы и курдские представители. И только после такого резкого выступления президента Барзани и секретаря Совета Безопасности региона, в последний момент на эту встречу была приглашена представитель регионального правительства Курдистана в США, Сами Абдул-Баян, да, была приглашена. И почему я это говорю? Вот опять-таки, да, вот нет доверия. Кроме тех вещей, которые я перечислил, да, там бюджетные, там пешмерга, вооружение, нефтяные дела и так далее и тому подобное. И в этом тоже, да, вот как можно, значит, доверять вот такому правительству. И, естественно, у курдов возникает вопрос, что нам самим надо решать свою судьбу. Нам надо быть независимыми. И когда решаются вопросы, значит, региональные, там вот в Ираке и в Сирии, чтобы мы были бы за этим столом, где принимаются решения. Тут еще, знаете, вот даже вот по Сирии, да, возьмите. Опять-таки, курды основные там на земле кровь проливают, но когда в Женевская конференция, да, почему-то курдов туда не приглашают. И поэтому у курдов возникает вопрос, ну, если мы были бы независимым государством, тогда все с нами считались бы. Вот это один из тоже, вот, может быть, психологический фактор, который заставляет и курдскую общественность, и особенно курдское руководство ставить вопрос о независимости. Можно я буквально 2 минуты? Прежде всего, я хочу сказать, что вот вы говорите, все государства не игнорируют вот этот момент и действительно мужественную борьбу курдского народа против Даиш. Россия предлагала же, чтобы представители курдов участвовали в Женевской встрече во время решения сирийского кризиса. Но здесь вопрос заключается ведь в том, что я опять вот, как вы говорите, с холодным, так скажем, разумом несколько подхожу к этому. Ведь курдское национальное движение, безусловно, заслуживает внимания, и курдский народ заслуживает того, чтобы иметь свой национальный очаг. Но ведь есть международные акторы, есть великие державы, прежде всего Соединенные Штаты, и региональные игроки, Турция, Иран, другие страны, которые смотрят на эту проблему с точки зрения своих интересов. А в международной политике вот эти интересы, они превалируют над эмоциями. Вот есть интересы, есть у Соединенных Штатов интересы поддерживать курдов, допустим, в Сирии, для того, чтобы свалить Башара Асада, они их поддерживают. В Ираке есть такие интересы, поддерживает иракский Курдистан. Если нет таких интересов в Турции, не поддерживает. Поэтому вот эти интересы международных акторов, они превалируют в глобальной политике. И это, увы, факт, который будет действовать дальше. Поскольку, почему не приглашали курдов вот на эти международные совещания? Но ведь здесь вопрос еще такой вот чисто технический. Ведь курды сейчас не имеют, так скажем, закон или так юридически закрепленной государственности. Поэтому приглашать, допустим, вот сирийских курдов на женевские переговоры, мы слышали все, да, выступления сирийских представителей, которые говорили, что курды – это часть сирийского народа. И это тоже правильно. Поскольку если курдов пригласить, значит, нужно пригласить других представителей. И черкесов, и армянскую общину, и представителей и каких-то других народностей. И то же самое касается Ирака. Поэтому, да, безусловно, наибольшую нагрузку несут в борьбе с Даиш, безусловно, курдские формирования. Ну, не то что наибольшую, но про другие какие-то национальные общины мы не слышим, что они также мужественно борются. Это действительно так. Но юридически вот так вот пригласить часть народа, поскольку действительно сейчас вот курды – это часть сирийского народа, часть турецкого народа, часть иранского народа. Вот эта вот сторона тоже, этот фактор действует. Спасибо. Значит, у нас осталось времени на один вопрос, на очень лаконичный. Короткий вопрос, который назначен был на Камис Шададе, телеканал Рудак. На анонсе все-таки какие перспективы государственности Ирака на фоне того, что вот вы все это обозначили и
говорили о суннитско-шиитской разногласии, исторической, антагонистической. И то, что с учетом курдского фактора и с учетом интересов этих глобальных игроков, которые создали сам Ирак и сегодня хотят его воссоздать. Какие перспективы? Будут ли Ирак существовать? Будет. Я ответа конкретно не слышу. Ну, я прям буквально очень коротко, потому что как раз так сказать, весь пафос моего выступления, он как раз и касался того, что Ирак останется в рамках федеративного государства, но при обязательной трансформации этой федерации в реальную широкую федерацию. Это мое мнение. Есть ключевой вопрос, вы говорите по-восточному, долго, вокруг главного. Даем. Московская правда. И это последний вопрос. И это последний вопрос. На самом деле про курдов это не совсем правда, потому что 20 лет назад в Думе этим занимались. У вас хороших специалистов выпускают в ГИМО. А вопрос на самом деле к Григорию Валерьевичу. Нет ли здесь системной уловки? Ну, я на самом деле фактически против вас выступаю. Потому что в кризис, в катастрофу нужна централизация власти. А парламентская республика, как известно, вот почему у нас очень боятся этого, это гораздо проще влиять на государство извне, только и всего. Нужна унитаризация государства, нужны резкие решения без, может быть, законов, быстрее. А что делать, на самом деле, все знают. Можно прям Спасибо. буквально одна реплика? Это хорошо, но не в многонациональных и многоэтничных государствах, где в таком случае все эти принципы будут узурпированы одним этносом или одной конфессией. Вот в чем проблема. Этого нет, то, что вы говорите. Ну, нельзя Россию автоматически сравнивать с Ираком. Это абсолютно разные государства. И процесс государственности шел по-разному. Ну, так как вопрос был немного... Да, я попробую коротко тоже ответить. Общество, которое прожило под Саддамом Хусейном столько лет, сколько оно прожило, оно на пару десятилетий как-то, вот, понимаете, получило прививку такой дозы лекарства от любой тяги к централизации. Поэтому внутри Ирака никаких тенденций к воссозданию единого централизованного и, главное, как вы сказали, иерархичного и вертикально устроенного государства нет. Есть, наоборот, стремление найти каждой политической силе себе выражение, то, что мы называем, собственно, движением к федерализму. А вот вне, да, есть ли интерес вовне получить в Багдаде единую центральную власть? Если вовне кто-то хочет увидеть в Багдаде центральную мощную власть, которая бы охватывала весь и четко авторитарным режимом держала в руках всю территорию страны, то он хочет эту силу, этот режим держать под своим контролем. А вот и такого не бывает. Потому что у каждой силы, у каждого соседнего государства есть свои предпочтительные контрагенты. И они друг друга сдерживают тем самым. И поэтому в ближайшей перспективе, да, иракское государство, оно сохранится, вот ответ на предыдущий вопрос, оно сохранится, безусловно, потому что нет ни одной политической силы, которая бы могла бы решительным, волевым своим шагом, своими ресурсами все это дело изменить. И разделить его на несколько частей, и перестроить его под своим... Придется всем между собой договариваться. Из-за того, что каждый по-своему слаб. Да. Так, это был последний вопрос. И позвольте мне от имени всех поблагодарить наших экспертов за интересную и очень подробную, так сказать, дискуссию. Спасибо.